Из-за пандемии коронавирусной инфекции сотни тысяч трудовых мигрантов остались без работы и без основного дохода. Для многих из них работа в России – единственный способ прокормить себя и семью. Из-за карантинных мер мигранты начали возвращаться домой, где шансов на нормальное трудоустройство еще меньше. Одним из таких мигрантов является и Канат. Он 10 лет назад уехал на заработки в Россию, так как в Кыргызстане не смог найти работу. Сам Канат родом из Токтогула. Так как в России были проблемы с работой, задержка зарплаты, иногда даже не давали честно заработанные деньги. Ему пришлось вернуться на родину. Сейчас Канат работает разнорабочим в Кыргызстане и получает в месяц максимум 20 тысяч сомов. В Москве мы работали на стройке. Было такое, что кыргызы своих же соотечественников обманывали. Заработанные деньги могли не отдавать. Поехал туда по знакомству. После того, как доехал, нашел сразу работу. Были случаи, когда не мог получить зарплату. Искал другую работу. Были и такие дни, что хотелось работать в Кыргызстане. Работаешь в другой стране из-за безысходности. У нас в стране работы мало, зарплата маленькая. Бизнес-ассоциация «Джия» ведет переговоры с Министерством строительства и ЖКХ России об экспорте рабочей силы из Кыргызстана. По словам Чолпонбека Акматова, члена бизнес-ассоциации «Джия», в строительную отрасль России планируется направить легальных работников. Сегодня, по данным ведомства, в России не хватает почти 800 тысяч строителей. Поэтому планируется нанимать людей с хорошими зарплатами и контрактами. Это, в свою очередь, хоть как-то решит проблему безработицы в Кыргызстане. Пандемия. Из-за пандемии коронавирусной инфекции пострадало очень много секторов, не только строительный бизнес. Некоторые секторы работали, некоторые приостановили свою работу полностью. Из-за закрытия границ многие материалы подорожали. Вся арматура завозится из России. Если раньше тонну брали за 30-40 тысяч сомов, то на сегодняшний день вырос на 70-80 тысяч. Поднялось на 100-120%. Начиная с перчаток все подорожало. Основная проблема мигрантов – это отсутствие информации. В первую очередь мигрант должен знать язык, культуру этого государства, юридические моменты, географию этой страны. К сожалению, она идет хаотично через личные контакты. В Кыргызстане откроются учебные центры, в них будут обучать необходимым специальностям. Это предложение направлено премьер-министру в письменной форме, но ответ еще не пришел. Фактически страны мира, которые не могут экспортировать свои товары, продолжают экспортировать рабочую силу. Например, на Китай приходится почти 25% мировых инвестиций в строительство. Они приносят своей стране миллионы долларов в виде экспорта рабочей силы. Кыргызстану по-прежнему нужна такая практика. Темирбек Асанбеков, политик, проработавший в Российской Федерации почти 30 лет, говорит, что единственное, что должны быть четко определены права и обязанности работодателя и работника между двумя странами, а также правила выезда за границу. Правительство должно обратить на это внимание, должен на должном уровне организовать, вести дипломатическую работу и, возможно, даже сертифицировать те компании, которые обеспечат рабочими местами в иностранных государствах. Я думаю, эти как раз меры были приняты последними решениями. Напомним, сегодня на российском рынке труда официально трудоустроено более 700 тысяч граждан Кыргызстана. Но по оценкам экспертов, нелегально их более 1 миллиона. Большинство из них работают в сфере обслуживания и строительства. Кыргызстан – одна из наиболее зависимых от денежных переводов мигрантов стран в мире. И массовая репатриация грозит экономике, а значит и простым людям, большими потерями. Зарабатывать в России едут в основном из сельской местности, где живет до 72% всего населения 6,5 миллионов Кыргызстана. По данным за 2019 год, 1/5 часть жителей страны находится за чертой бедности. Это значит, что 1,3 миллиона кыргызстанцев живет менее чем на $1,5 в день. Если бы не денежные переводы мигрантов, то по подсчетам Национального комитета статистики, в крайней бедности жило бы более 30% населения. По разным подсчетам в России живут и работают от 600 тысяч до миллиона кыргызстанцев. Их денежные переводы составляют около трети ВВП Кыргызстана и почти равны всем бюджетным доходам страны. Айджан Аманова, Телек Джуматаев, Нью ТВ.